Настя, добрый день. Я рада видеть тебя на нашей передаче «Актуальное интервью». Наверное, вся республика следит за твоей жизнью, за твоими метаморфозами. И расскажи, пожалуйста, нам о своем новом девайсе, о своих протезах, как давно они у тебя появились и когда появилось желание их приобрести. Протезы в целом я хотела уже давно. И со временем, наверное, когда технологии уже сделали там, скажем, такой большой шаг, я решила все-таки сделать их, но в связи с тем, что это очень долго и муторно, у меня все никак не получалось, потому что в Москве нужно было находиться определенное количество времени, потом делать все эти документы, в общем, это очень бюрократическая система, но оно того стоило, я очень довольна. В старых программах реабилитации не было указано источник с внешним носителем, он называется. Должны вписать это в программу, и вся сложность заключается в том, что сейчас ужесточили немножко получение инвалидности, потому что у очень многих ребят снимают, и всю комиссию нужно пройти заново. То есть, соответственно, это месяц-два месяца заново нужно пройти всех врачей, и только для того, чтобы они тебе вписали эту фразу. И потом уже ты подаешь заявление о том, что тебе нужны такие-то протезы, и ты должен доказать то, что ты ведешь активный образ жизни, то, что ты будешь использовать эти протезы, то, что они тебе действительно необходимы, потому что есть другие варианты такого типа протезов, да, косметические, но это совсем, я не знаю для кого, и есть тоже механические, но они немного другие, да, у них менее функциональные, и есть маленький набор тех движений, которые они могут делать, например, только открыть и только закрыть. Здесь, если можно использовать до 36, по-моему, хватов здесь есть, но активные они могут быть только 4. Соответственно, я ждала где-то 1,5-2 года, просто чтобы получить согласие на то, что вот именно мои протезы профинансируют, и я смогу их сделать. 36 хватов, и 4 из них активны. Разные хваты, там есть типа цилиндрический хват, есть хват для ручки, есть хват одним пальцем, хват для мышки, в общем, много хватов. Мне пока еще не настроили все до конца, но мы в процессе. Осваиваюсь, практикуюсь, стараюсь носить каждый день, чтобы они не залежались на полочке в шкафу, как мои старые протезы, потому что в детстве после травмы мне как раз оплатили поездку в Германию на протезирование, когда мне было лет 5, наверное. И вот тогда у меня были мои первые протезы, но что-то пошло не так. Но я их носила где-то до 10 лет, наверное, более-менее регулярно, а потом уже перестала совсем носить. Те протезы, они были связаны, то есть 2 руки, они были прицеплены, скажем так, одним бандажом, что не позволяло носить мне, например, вот сейчас я ношу только правую руку, потому что мне так удобней, и, левый протез, он еще не настроен, поэтому мне его неудобно носить, а на старых протезах у меня левая рука, она была косметикой, то есть это просто бутафория, и, в принципе, я не сторонник того, чтобы, я не знаю, скрывать, что ли, какие-то моменты. Поэтому, наверное, мне было не совсем удобно и комфортно носить, больше мешало, нежели помогало мне. А сейчас, да, протезы, они правую руку я могу носить отдельно, и действительно она хотя бы что-то делает, что мне помогает. Ты уже привыкла к бионическим протезам? В соцсетях ты активно делилась фотографиями и видео, где активно переставляешь стакан с места на место и очень круто справляешься с пылесосом. Что еще ты умеешь делать? Наверное, самое кайфовое — это делать то, что я никогда не делала. Это, например, пожать человеку руку, взять стакан и выпить со стакана. И, это такие вещи, которые я никогда не делала. Но вот я, например, стараюсь кушать с протезом и так далее. Конечно, это я умею делать без него и намного быстрее и комфортнее, но я стараюсь максимально применять, скажем так. Даже в уборке применяю. Удобно доставать до труднодоступных мест. Конечно, протез не передает тактильных ощущений, но даже осознание, наверное, того, что я могу это сделать, это очень кайфово, вообще очень прикольно. Понятно, что протезы работают не от силы сознания, не от твоего взгляда. Расскажи, как они работают. Здесь все дело в мышечных импульсах. Он работает от сокращения мышц. Там есть 2 датчика, один прикреплен к бицепсу, другой к трицепсу.
и он за счет этого работает. Вот. И, ну, как бы можно делать разные комбинации разных хватов. Вот. Да. И вот, например, сейчас я сокращаю бицепс, то есть кисть закрывается, когда я сокращаю трицепс, она открывается. Вся сложность в том, чтобы научиться отдельно сокращать эти мышцы. И, например, когда я беру стакан, я отключаю кисть, потому что я пока не могу, не напрягая мышцы, как бы переносить, потому что все равно это, ну, как бы какой-никакой вес, и, ну, как бы сложно. Поэтому, ну, я надеюсь, что со временем я смогу не сокращать, научиться не сокращать эти мышцы при переносе каких-либо предметов. А скажи, пожалуйста, сколько весят протезы? Вот один, например. Ну, да, они тяжелые. Вот первые дни, когда я носила, я один день одевала, потом не носила, потому что у меня болели мышцы, уставала рука, и, ну, как бы было тяжело. Мне весит где-то килограмм 600, килограмм 800. Вот. Но сейчас я уже привыкла и стараюсь носить максимально часто. Технологии, они стали более функциональными, и хотя бы в этом появился какой-то смысл, ну, чтобы сделать эти протезы, потому что, ну, во всяком случае, в моей спортивной карьере, да, мы на тренировках не используем протезы, потому что, ну, как бы мне они не нужны. И единственное, там, где бы я могла использовать протезы, это, наверное, зал, но это специальные тренировочные протезы, потому что такой протез, он, ну, как бы сразу сломается после первой же тренировки. А так, в общем и в целом, наверное, больше для жизни они мне нужны, нежели чем для спорта. Пока они мне только задают новых сложностей, но я думаю, что в дальнейшем я смогу ими нормально управлять, и уже они будут мне помогать. За последний год-два мы видим изменения в твоей личной жизни. Во время первого локдауна ты начала активно изучать иностранные языки, у тебя свободный английский, ты знаешь итальянский, начала много читать книг, и более того, ты перешла на другой тип питания, ты стала вегетарианкой. Сейчас у тебя появились девайсы, новые протезы. Почему случились все изменения в твоей жизни? Что тебя сподвигло к таким переменам? На самом деле они начались немного раньше, наверное, просто сейчас это более заметно. После 2016 года, когда нас не допустили до Паралимпийских игр, я поняла, что очень, была сфокусирована именно только на спорте. И помимо спорта у меня нет никаких стремлений, никаких идей, никаких, каких-то, скажем, грандиозных планов на жизнь, да. И вот эта именно ситуация показала мне, что нужно быть более разносторонней и стараться развиваться во всех сферах, чтобы быть более гармоничной личностью и иметь всегда запасной план, потому что, вот как показывают даже локдауны, все эти пандемии, что всегда нужно быть готовым к любой непонятной ситуации. Заветная мечта — это золото Паралимпийских игр. И, очень много лет я шла к этой мечте, и вот она сейчас не осуществилась, и поэтому, естественно, у меня есть такое желание добить, скажем так, эту мечту. Я думаю, что у каждого спортсмена, который занимается или в душе, или, может, он открыто об этом говорит, всегда вот эта вот сокровенная мечта — это выиграть золото. На самом деле я сейчас, дала себе время для отдыха, чтобы немножко снять вот это все напряжение и долгие годы подготовки к Паралимпийским играм. И вот сейчас как раз-таки с 1 ноября я начала активно думать и размышлять по поводу того, чтобы продолжать карьеру или заканчивать. Конечно, эта мечта, она остается, но я пока еще не приступила к ее осуществлению. Спасибо большое за интервью. Вам спасибо.